Изучать историю можно с самых разных сторон. Через искусство, быт, развитие той или иной отрасли, знакомясь с выдающимися людьми или, к примеру, народным календарем. Исследователь Бейли Хайров для своей книги выбрал именно такую тему. По разным ущельям, в разных местах, названия месяцев и правописания их у исследователей разнились, создавалось много проблем. Конечно, в итоге нам удалось свести их унифицированный ингушский народный календарь. Уникальное издание состоит из 215 печатных листов и нескольких статей и очерков как на русском, так и на ингушском языках, этнография, фольклор и археология. В своей работе Бейли Хайров исследовал и установил этимологии некоторых названий календарных месяцев. Есть и повествование о праздниках и обрядах ингушей, связанных с культом животных и птиц. Книга представляет собой сборник статей, написанные различные периоды на протяжении этих 20 лет. И итогом работы явилось исследование и открытие по так называемым календарным камням ингушей. В книге впервые представлен унифицированный вариант ингушского народного календаря. Автор исследовал в ней один из способов согласования лунных месяцев и солнечного года. Ставка в лунный календарь 13-го месяца, состоящего из 22 суток через каждые 2 года с использованием знаковой системы календарных камней. Это достаточно актуальная тема. Основательного такого фундаментального исследования этой проблемы не было. В этой связи можно говорить о том, что мы имеем сегодня дело с вкладом, да, это новое, можно сказать, научное знание. Издание вызвало широкий интерес у публики. На презентацию пришли коллеги и соратники автора. Автор хорошо знаком с исследованиями, которые велись в XIX веке. Это исследование Албуса Тутаева, которое требовало, конечно, такого очень чуткого отношения, изучения, интерпретации и понимания. Это материал Башира Далгата, Мурада Базоркина, который делал первую попытку написания истории происхождения ингушей и тоже обращался и к знакам, и пробовал делать некоторую семантику образов, которые имелись в орнаментальном искусстве. И знает труды, которые издавались и в XX веке. В древнейшие даже периоды, когда, казалось бы, между народами обычных таких вот близких отношений, связей не было, какие-то связи они все-таки существовали между Передней Азией, между Ближним Востоком и вот нашей вот территорией. И когда многие раньше говорили о том, что наша территория, как говорится, она занимала особое место, лично я немножко скептически относилась, потому что все так говорили, понимаете? Вот. И на сегодняшний день я вижу, что это вот на самом деле это имело место. Сборник рассчитан на широкий круг читателей. Пока книга вышла небольшим тиражом, всего 300 экземпляров. Автор уверен, его труд будет интересен не только этнографам, историкам и исследователям, но и простым читателям. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Яндиев, Магас, 24.